Насколько необходима вакцинация на сегодняшний день от такого тяжелого заболевания, как полиомиелит? Есть ли риск заразиться от прививки и каковы последствия отказа от вакцины? Ответы на острые вопросы, волнующие ингушских родителей, озвучивают федеральные эксперты. Армен Шакарян, как врач высшей категории и научный сотрудник Института полиомиелита и вирусных энцефалитов, отметил, что такие выездные встречи охватят весь Северокавказский федеральный округ. Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить до 95% населения, а цифры эти в СКФО уменьшаются с каждым годом. Это чрезвычайное событие в области не только здравоохранения Республики Ингушетия, но и так сказать, это угроза и здравоохранению Российской Федерации в целом, и вообще это как часть национальной безопасности, если хотите. Даже с такой позиции можно рассматривать, так как заболевшие дети – это проблема и в первую очередь для ребенка, для его родителей. Это всегда очень трагическая история, особенно то, что касается полио. Болеть полиомиелитом могут и взрослые, но тяжелее всего приходится детям. Чаще всего полиовирус поражает нервную систему и в считанные часы может привести к инвалидизации ребенка. Сейчас очень много грамотных людей, которые сидят в интернете и читают про это заболевание полиомиелит. Какие идут осложнения после этого заболевания, они, конечно, бежали бы без остановки и делали эти прививки. Выработанная в советское время плановая вакцинация давала стране сильный коллективный иммунитет. Вспышек острых инфекций не наблюдалось, рассказывает Иван Коновалов, сотрудник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. А массовый отказ от прививок, наблюдающийся в последние годы, может спровоцировать возникновение эпидемий тех болезней, которые все уже давно позабыли. В Советском Союзе послевоенные годы, когда с полиомиелитом бороться приходилось массово, потому что люди не имели никакой информации, но они видели людей, хромающих пожизненно. И там вопросов не возникало, что да, нужно получать прививки. Но, видимо, эта инерция прекратилась к какому-то моменту, и люди начали задавать вопросы себе, зачем мне получать тот препарат, инфекции, против которых я защищаюсь, я не вижу. Так вот, мы с Арменом Кареновичем в какой-то степени, наверное, люди, которые пришли рассказать о том, что мы-то видим, и никуда это не уходило. Поэтому в регионе со следующей недели в школах и детских садах планируют провести туровую иммунизацию. Проходить она будет в 2 этапа. Все, что нужно для туровой иммунизации у Минздрава, готово. При отсутствии медкабинета в общеобразовательных учреждениях будут задействованы мобильные бригады. Непривитому ребенку введут инактивированную вакцину, а детям, уже привитым ею, живую. На сегодняшний день врачи в различных учреждениях проводят профилактические беседы с родителями-отказниками. У большинства один вопрос – есть ли риск заразиться от живой вакцины? Эксперты отмечают, что возникновение вакцинно-ассоциированного паралитического полиомиелита крайне редко. Эти случаи возникают, как правило, при первом применении оральной полиомиелитной вакцины, вообще, когда в жизни человеку впервые вообще проводят вакцинацию от полиомиелита. То есть, если ребенок привит хотя бы одной инактивированной, 2, а уж 3 это вообще полностью исключает, у него риски становятся на уровне стремящиеся к нулю. В числе слушателей педагоги и воспитатели различных образовательных учреждений республики. Один из волнующих вопросов для многих – что делать, если детей привили разными вакцинами, инактивированной и живой. Дети, которые не привитые, я им делаю инактивированного 1. И дети с ОПВ, могут они вместе посещать, то есть учреждение детское? Получается, первый ребенок получил В1. Ему, наверное, какое-то время понадобится для выработки иммунитета. Это же не включил лампочку и поехал. Нет, это будет разобщение все равно. Да, это будет разобщение. Ахмед Сычоев, являясь директором Центра непрерывного образования для детей с ОВЗ, озвучил то, что больше всего волнует родителей его воспитанников. В центре обучаются ребята с задержкой развития, ДЦП, с синдромом Дауна и с психическими нарушениями. Родители задают вопрос. Они говорят, мы не против вакцинации, но вы нам скажите, могут наши дети быть привиты или нет? И есть ли какие будут последствия? Да, они могут получать вакцинацию в полном объеме. Да. Но сразу нужно сказать, что вакцинация должна происходить под контролем специалистов, наблюдающих детей. Это
абсолютная норма при любом хроническом заболевании. При онкологических и других хронических заболеваниях прививать ребенка можно, но в период ремиссии по рекомендации врача. Впрочем, есть в числе и дети, которым прививки противопоказаны. Тут уже решающую роль сыграет коллективный иммунитет. Вокруг, если будут все вакцинированы, то этот ребенок тоже не получит. Тоже касается и полио, тоже касается и коклюша, тоже касается и большинства остальных инфекций. Еще раз повторю важную мысль, что если мы не можем одного привить, мы в 10 раз должны усилия приложить к тому, чтобы привить остальных. На этом профилактические мероприятия не заканчиваются. Эксперты отмечают, без должной вакцинопрофилактики любая инфекция может перейти в тяжелую форму. И родителям стоит задуматься, стоит ли отказ от прививки здоровью ребенка. Дана Плиева, Джамалил Султыгов, Новости 24.